Самое время. Культура и литература. Политика и экономика. Здоровье и спорт. Поговорить об этих и других актуальных проблемах самое время. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем нашу программу «Самое время». В студии Ольга Тургай, Олег Авелев, за пультом инженер Игорь Шаплин. В этом году, 15 февраля, отметили 35-летие вывода советских войск из Афганистана. День стал памятным событием в истории России. Афганская война, которая продолжалась с 1979 по 1989 годы, стала испытанием для советской армии, выдержать которую удалось благодаря мужеству и преданности своей родине каждого солдата. Люди отправились за тысячи километров от дома, чтобы встать на защиту мирных жителей Афганистана от террористических группировок и поддержать дружественное правительство в борьбе за собственную независимость. И еще, Олег, буквально через день мы отметим тоже немаловажный праздник для нашей страны – День защитника Отечества. Учитывая все это, мы будем сегодня говорить о мужестве, чести, доблести, патриотизме. Для беседы на эти темы мы пригласили нашего прославленного и всеми нами уважаемого земляка, героя России, генерал-лейтенанта авиации, заслуженного военного летчика Российской Федерации, летчика-испытателя первого класса, почетного гражданина Чувашской Республики, города Чебоксары, председателя Совета Федеральной национально-культурной автономии Чувашии России, лауреата международной премии имени Михаила Сеспеля Николая Федоровича Гаврилова. Добрый день, Николай Федорович. Сывый хакла Юлдашсен. Николай, здрасте, рады видеть вас в нашей студии. Вопросов очень много, поэтому давайте будем экономить время. Но прежде чем мы начнем наш с вами разговор, 56 19 73, напомню номер телефона, уважаемые радиослушатели. Есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, звоните, есть уникальная возможность пообщаться напрямую. Ольга Николаевна, вам слово. Николай Федорович, в школьные годы вашим кумиром был дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Андриан Григорьевич Николаев. И вы тоже, наверное, мечтали о космосе. А вот судьба для вас приготовила немного другой сценарий, как вы стали летчиком. Действительно, после того, как наш земляк Андриан Григорьевич Николаев поднялся в космос и стал третьим космонавтом на земном шаре, мне кажется, каждый чувашский мальчик мечтал стать таким же патриотом, героем, известным человеком во всем мире, как Андриан Григорьевич Николаев. Тогда у меня зародилась детская мечта стать таким же, как Андриан Григорьевич Николаев. Естественно, эта профессия тогда называлась летчик-космонавт. И поэтому для того, чтобы стать космонавтом, надо было сначала стать летчиком. Я выбрал эту дорогу, поступил в военное летное училище, стал летчиком. Больше стал вникать в профессию летчика, а также и космоса, потому что авиация и космонавтика – это одно целое. Но в дальнейшем, естественно, я космонавтом не стал, как вы знаете. Тем не менее, я знаком со многими космонавтами и считаю, что это отдельная профессия, в котором есть узкие специалисты, и они имеют разные направленности. И у нас чувашская земля может гордиться, что у нас 3 космонавта родились в Чувашии, они являются нашими уроженцами. А я стал летчиком, и я считаю, что я прошел все ступеньки летной карьеры и очень доволен своей профессией, своей жизнью. Николай Федорович, вы, ведь давайте уточним, вы стали не просто летчиком, вы стали пилотом вертолета. Вот как произошла эта замена? То есть я являюсь военным летчиком первого класса, я летаю не только на вертолетах, но и на самолетах. Нет, понятно, но немножко, так сказать, специфика, наверное, управления, наверное. Изначально я, естественно, поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, где с 70-го года готовят сейчас вертолетчиков. Это единственное училище. Это новый вид летательного аппарата, который появился только после Великой Отечественной войны. Вы знаете, самолеты появились гораздо раньше. И летать на вертолетах достаточно сложнее, чем на самолетах, потому что 3 степени свободы, и техника пилотирования вертолета намного сложнее, чем самолета.
Я освоил все типы вертолетов, окончив Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, школу летчиков-испытателей, проходя служебную лестницу по разным должностям. А в процессе летной деятельности мне пришлось освоить и самолеты типа Як-18, СМ-92, Ан-26, Ан-72 и Ту-134. А вот большой список послужной. Ну, в принципе, техники. Да, конечно. В период с 1979 года по 1987 год вы участвовали в боевых действиях в Афганистане. В общем-то, 8 лет отданы этой стране. Первое боевое задание, помните? Действительно, как вы знаете, я училище закончил в 1979 году, и в декабре 1979 года по просьбе афганского народа наша страна решила оказать интернациональную помощь. Я молодой лейтенант из своего полка, уже в мае 80-го года в качестве командира вертолета оказался в Афганистане, и не просто в Афганистане, а в высокогорном его районе провинции Бадахшан. Наша точка базирования находилась на высоте 3200 метров. Это очень высокие горы, и мое становление горного летчика, боевого летчика и афганского летчика происходило именно на самой высокой части земного шара. От нашей точки базирования был виден Непал, где имеется самая высокая гора Джомолунгма, вы знаете, почти 9 километров, и полеты в Афганистане сопровождались дополнительными сложностями, кроме оперативной и тактической обстановки. Была разряженность, горы, высокая температура, отсутствие всякой растительности, отсутствие минералов. И поэтому в этом лунном ландшафте мы жили почти 8 лет. Я там выполнил более 3000 боевых вылетов. И, конечно, помню и первые серьезные боевые задания. Серьезные боевые задания я имею в виду на применение боевых бортовых средств поражения. Когда перевозишь продукты, боеприпасы, материальные средства из точки в точку, даже на территории Афганистана, при противодействии противника из стрелкового оружия, из ПЗРК, это одно. А когда сам применяешь оружие по живым врагам, это совсем другое. И вот такой полет, безусловно, у меня до сих пор в памяти остался. И при открытии огня по противнику, прежде всего думаешь, ведь они что же, живые люди, и мои действия могут их жизнь прекратить. И, безусловно, молодой человек в возрасте 21 год к этим процессам требует особой подготовки. У меня были волнения, я чувствовал в теле легкую дрожь. Это не от страха или трусости, а от того, что война – это страшное дело. Жаль, что человека на войне должен убивать. Поэтому от жалости к противнику было стремление как-то найти пути и обоснование преодолеть этот барьер. Естественно, этот барьер был легко преодолен, но процесс был очень тяжелый. А вы вот не было такое, и зачем мне это надо было? Сожаление. Такого вопроса профессиональный военный не должен задавать. Присяга. Да, если ты выбрал профессию... Но это же женский вопрос, правильно? Если ты выбрал профессию военного, ты же не должен выбирать выступление на сцене или, в общем-то, стройка каких-то зданий или плотничество. Это война, это есть такая профессия защищать отечество или родину, или свой народ. А есть и дословный перевод всех этих процессов. Есть такая профессия – убивать врагов своего народа. Если вдруг это потребуется, кто же это должен сделать? Это должны делать защитники. Поэтому в истории нашей страны очень много, к сожалению, войн, и мы всегда защищали свою страну, свою честь, свое достоинство, и никакой враг, который на нас покушался, не может рассчитывать на его победу. Победим все равно мы, потому что наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо. 56 19 73, телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Очень приятно, что Герой России Николай Федорович сегодня на радио России.
Очень приятно слушать. Узнаю, что у Николая Федоровича позывное «Маэстро». Ему это позывное дали сослуживцы. Хотелось бы узнать, как прикрепилось это позывное. И еще второй вопрос. Очень интересно, хочется узнать про семью. Расскажите, пожалуйста, кто ваша супруга, ну и про детей расскажите. Очень хочется узнать. Спасибо. Вы знаете, фильм «В бой идут одни старики». Я считаю, что этот фильм – шедевр нашей кинематографии. И там прекрасные артисты сыграли эпизоды Великой Отечественной войны. И позывные, которые там использовались, Быковым был «Маэстро». И когда при проведении контртеррористической операции в Чеченской Республике стал вопрос выбрать каждому должностному лицу какие-то позывные, люди выбирали сами эти позывные. Кто «Океан», кто «Тайга», кто «Гром». Они связаны, безусловно, с какими-то внутренними, сокровенными смыслами для каждого человека. Я под впечатлением этого фильма, уважая Быкова и командира эскадрильи из фильма «В бой идут одни старики», вспомнил позывной «Маэстро» и написал, в общем-то, такое желание. Комиссия такая рассматривала, утверждала их. Такой позывной кем-то уже был занят. И возник вопрос, а кто это еще претендует на такой же позывной? Когда сказали, да это вот начальник авиации ФСБ, и тот человек снял свои претензии и сказал, ну, конечно, это он. Николай Федорович, простите, перебью, дополнение небольшое к этому вопросу. Ну, музыкой, значит, тоже увлекаетесь, любите музыку? Ведь если помним, что Быков в фильме был организатором оркестра. Я сам, конечно, на музыкальных инструментах не играю, не было в жизни времени и возможности этим заниматься, но очень люблю творчество. Профессия летчика, она романтична, и всегда душа требует... То есть поете? Что-то напеваете душа себе, просит да? музыки. Душа просит музыки. Здорово. И я специально купил гитару и в свой экипаж подбирал людей, которые умеют играть и на баяне, и на гитаре. И когда появлялась такая возможность где-то нервный стресс снять, где-то просто посидеть, вдохновить друг друга, мы брали гитару, и на моей гитаре мой бортовой техник или штурман напевали песни популярные, и таким образом мы восстанавливали силы и вдохновлялись. Музыка всегда сопровождала нас и в бою, и в быту, и на службе. И поэтому позывной «Маэстро», он прикрепился, потому что он максимально соответствовал тому образу в современных условиях, ну, в тех условиях, в которых я еще службу проходил. И он до сих пор за мной прикрепился, и у нас даже в чате, в сайте такой позывной является как бы паролем и нашим позывным. Ну, а теперь из семьи вторая часть вопроса, да, жена, дети, семья. У меня прекрасная семья, жена и дочка. И, слава богу, они всегда со мной рядом. И сейчас возле этого эфира меня дожидается моя спутница Татьяна. И наша дочка учится в Российском университете дружбы народов на профессию медика. Она с золотой медалью закончила школу Олимпийского резерва и, являясь старостой, успешно осваивает программу будущего медика. Замечательно. Вы в своем сейчас ответе сказали по поводу Федеральной службы безопасности управления. В 1999 году вас назначили начальником управления авиации Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а до этого что была за служба? Вот. До этого я служил в авиации пограничных войск КГБ СССР. Это та же специальная служба. И я все свои боевые вылеты сделал в составе авиации пограничных войск КГБ СССР. Ну, как вы знаете, после распада Советского Союза и Комитет государственной безопасности распался на 6 разных ведомств. И ФСБ, которая отделилась от КГБ, осталась без авиации. И тогда, в 1999 году, когда руководителем ФСБ был Владимир Владимирович Путин,
было принято решение для оперативности использования «Альфа» и «Вымпела» по борьбе с терроризмом на территории нашей страны не хватает авиации. И тогда было решено вновь создать авиацию ФСБ России. А та авиация КГБ осталась в составе ФПС, Федеральной пограничной службы, потому что Федеральная пограничная служба, как часть пограничных войск КГБ СССР, осталась с теми же задачами, 61 тысячу километров государственной границы, надо было охранять очень ответственно, и авиация осталась там, а «Альфа» и «Вымпел» оказались в ФСБ без авиации. И тогда, в 1999 году, мы в кратчайшие сроки создали авиацию оперативную, которая способна выполнять все задачи, которые могли выполнять раньше авиации пограничной службы. И мы параллельно существовали вплоть до 2003 года. И только после 2003 года авиация ФПС и авиация ФСБ объединились, вы знаете, также объединились обратно в систему ФСБ, вошли ФПС и ФАПСИ. И тогда мы снова объединились в одну организацию, но еще 3 кусочка остались не включенными в состав ФСБ. И из 2 авиаций осталась теперь одна авиация ФСБ, которую я и руководил до 2010 года. Именно в это время? Получилось у вас, допустим, где-то как-то или свела вас судьба с президентом? Видели вы Владимира Владимировича, летали с ним? Действительно, вот это интересно когда очень. Авиация ФСБ стала обслуживать специальные службы, специальное подразделение, в это же перечень задач входила и перевозка Владимира Владимировича Путина в особых зонах. Это борьба с терроризмом, как вы знаете, на Северном Кавказе, на территории Чечни, зарубежный империализм точно так же вел активную вооруженную борьбу для распада нынешней России. И к нам засылали много наемников из-за рубежа. Обстановка была тяжелая, практически была гражданская война. И в этих условиях Владимир Владимирович часто принимал рискованные решения лично посетить зону боевых действий, государственную границу, и в этих условиях выполнять полеты мирным вертолетом, который обычно перевозит президентов, было опасно. Да и психологически гражданские летчики не готовы к противозенитным маневрам, к противодействию средств наземного нападения на летательные аппараты. И такую задачу поставили нам, как людям специально подготовленным, имеющим опыт и, безусловно, соответствовать уровню перевозимых пассажиров. Поэтому такая высокая честь неоднократно выпадала на нашу авиацию, и поручить какому-то другому летчику эту важную и государственную сложную задачу я не мог переложить на другие руки, и часто сам за штурвалом выполнял полеты, где пассажиром был Владимир Владимирович Путин. Мы выполняли полеты по Северному Кавказу, высоко в горах, летали даже к месту сражения роты десантников, псковских десантников в Веденском районе, и Владимир Владимирович показал себя очень смелым верховным главнокомандующим, президентом нашей страны. Он появлялся неожиданно в самых опасных точках и вдохновлял наших защитников Отечества своим присутствием, своим инструктажом и своей надежностью. И я очень рад, что мне выпала такая честь выполнять полеты с президентом нашей страны. А сколько раз вы летали с ним? Я не считал, в летной книжке это все записано, но не менее 15 раз за эти 10 лет я перевозил Владимира Владимировича по этим Действительно, маршрутам. он такой человек, который может просто поздороваться за руку, допустим, с людьми, которые вот рядом с ним порой незнакомые, но вот вы как пилот, здравствуйте, здравствуйте, вот как нам показывают в репортажах. Я как пилот обязан доложить старшему должностному лицу, что летательный аппарат готов, экипаж готов выполнить задачи, отрапортовать как положено, отдав честь, но после этого он протягивает руку и здоровается. Естественно, я
имею счастье за руки поздороваться с Верховным Главнокомандующим, и после выполнения задания я обязан спросить у него замечания. Товарищ Верховный Главнокомандующий, какие есть замечания к действиям экипажа? Он, как всегда, говорил: замечаний нет, молодцы, дальнейших успехов. Вы ведь до сих пор действующий летчик, да, Николай Федорович? Я уволился с военной службы в 2010 году, но любовь к профессии меня до сих пор держит за штурвалом. Я работаю в авиакомпании ЮТР, региональным директором в Москве. Наша авиакомпания самая крупная в мире. У нас 350 вертолетов. Мы выполняем мирные задачи по обслуживанию газонефтедобывающей промышленности в нашей стране, разные ООНовские программы на 6 континентах на земном шаре. Мы очень гордимся, что наша авиакомпания является самой крупной, самой авторитетной. Она выполняет полеты и на полюсах, и над водой, и над шельфами, где добываются северные полезные ископаемые, и я горжусь тем, что я до сих пор летаю на том же Ми-8, на котором я учился летать в Сызранском училище. Как вообще удавалось полетать, допустим, на каких-то импортных машинах или только на наших? Я часто выезжал за рубеж на авиакосмические салоны в Ле-Бурже, во Францию, в Англию. И при проведении совместных конференций с летчиками других стран, спецслужб, например, Германии, Англии, Польши, Финляндии, мы делились и общались опытом по спасению людей, терпящих бедствия в Балтийском море, при оказании помощи по борьбе с трансграничной преступностью на общих границах. И в Германии, и в Англии мне приходилось выполнять полет и на их вертолете, на их вертолетах, и ничем не отличается пилотирование иностранных вертолетов от наших. Это точно так же, как езда на наших отечественных автомобилях, а также иномарках. Просто надо знать некоторые нюансы, и я летал на их вертолетах. В то же время их летчиков, например, немецких летчиков, я приглашал к себе в гости и при полете на Северный полюс. И вот Маркус Ульфик, летчик из Германии, выполняя полеты на Северном полюсе на нашем Ми-8, сидя в кабине, мне открыто сказал: мы знаем, что в мире наиболее успешный вертолет является советский вертолет Ми-8. Но мы бы покупали его, но программа НАТО, участие в блоке, нам запрещает это делать, поэтому мы на вооружение берем натовские системы. Но мы знаем, что ваши вертолеты лучше. Ну вот пусть они и останутся без хороших вертолетов. Николай Федорович, в 2002 году указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, вам присвоили звание Героя Российской Федерации. Что за операция была? Действительно, звание Героя мне присвоили указом, закрытым от 2002 года, но свой подвиг я совершил 11 сентября 2001 года, за что и было присвоено звание Героя Российской Федерации не только мне, но и другим моим боевым друзьям. Угу. Отличных летчиков у нас много. Вы согласны с этим? Да. Но лучшими становятся единицы. Как стать лучшим? Что для этого делать? Каким быть? Как в любой профессии, наша профессия ничем не отличается от профессии учителя, врача, артиста и вашей профессии. Поэтому в вашей профессии тоже надо стараться лучшим, как и в любой другой профессии. Поэтому хороших специалистов много, отличных тоже достаточно, лучший всегда один. Поэтому каждый из нас должен быть подготовленным в этой жизненной конкурентной борьбе, быть лучшим в своей профессии. И тогда у человека будет моральное право сказать: я достиг больших результатов в своей жизни, потому что в своей профессии лучше меня эту работу никто сделать не мог.
Ну вот, наверное, действительно все начинается с мечты, с детского возраста. И вот, знаете, я в какой-то степени очень доволен, что вот сейчас возвращаются уроки военной подготовки в школах. Вы общаетесь с молодыми людьми, с ребятами, со школьниками, со студентами. Вообще, какое поколение растет? Вот что вы видите? Хотим мы или не хотим, те уроки, которые в жизни человека ему пригодятся, нужно к ним готовиться. Никогда не иссякнет профессия учителя, врача и военного. Как показывает история, нашей стране всегда приходится вооруженным путем защищать интересы и целостность нашего государства. Как видите, после окончания Великой Отечественной войны сколько раз уже нам приходилось с оружием в руках защищать интересы нашей страны, нашего народа. Это и Вьетнам, и Сирия, и Афганистан, и сейчас на Украине видите, что творится, потому что враг у нас один. Это Соединенные Штаты Америки. Начиная с 1946 года он противопоставил себя нашей стране. Его задача – уничтожить мощную, независимую, великую Россию. Сделать из нас маленьким удельным государством, чтобы нас никто в мире не боялся, в первую очередь Соединенные Штаты Америки. И он всегда делает это очень коварно и изощренно. И вот мы видим чужими руками сначала грузин, потом украинцев, а он готов поджечь любую нашу бывшую социалистическую республику, чтобы они своими жизнями выполняли прихоть американцев. И вот сейчас славяне убивают славян, это все по заданию из Америки. Никто не заинтересован на Украине, чтобы воевать с Великой Россией. Они знают, что они проиграют, но американцы наносят как бы ущерб экономике и социальным слоям нашего населения. Но мы умеем защищать свои интересы, свою страну, и во время войны только здравый народ, только состоявшееся государство укрепляется. Мы уверены, что как из Великой Отечественной войны, так и из этой военной ситуации мы выйдем более сильными, более сплоченными и более мощными. В том числе и наше подрастающее поколение, то есть тоже не подведет и не подводит. Наше подрастающее поколение прекрасно себя показывает, и, как мы знаем, у нас добровольцев достаточно, и люди, которые сейчас защищают интересы нашей страны, получив полную поддержку всего населения нашей страны, с удовольствием и с достоинством выполняет свой воинский долг. Это не может не радовать. Потому что, помните вот эта поговорка, да. Молодежь не та. То есть все молодой, это уже не те. То есть мы вот были другими, а сейчас молодежь занимается своими делами. То есть слово патриот уже как бы. Ну да, вот видите, а во многих вообще не звучало. В социальных сетях патриот уже как ругательное слово звучит к несчастью. Слава богу, все возвращается и. Как и раньше, среди населения есть разные люди, и тогда были патриоты. И тогда были предатели, и тогда были мерзавцы и негодяи. Но сейчас мы убедились в том, что до сих пор население нашей страны сплочено вокруг нашего руководства страны. Мы едины. Враг не ожидал, что эти военные действия окажут столь цементирующее значение для населения нашей страны, и они даже, мне кажется, сожалеют об этом. Пусть сожалеют, нам их не жалко. Да. Николай Федорович, вы человек активный, вы постоянно находитесь в гуще народа, и все к вам обращают внимание. Оно и понятно, героя России не всегда и увидишь, не каждый день, правильно? Да. Это всегда волнительно. Вот как вы относитесь к такому пристальному вниманию к своей персоне? Как вы отдыхаете? Вы же, даже робот ломается, да? А вы человек. Как вы отдыхаете, как вы восстанавливаете силы? Безусловно, я человек уже не молодой и в разных ситуациях побывавший, умею, мне кажется, контролировать свое психологическое состояние. Потом я до сих пор чувствую за собой долг. И понятно, я вам расскажу один секрет. При получении звания героя нам выдается памятка Герою России. В этой памятке написано на 2 страницах права Героя России.
а на 8 страницах написаны обязанности Героя России. Как вы видите, обязанностей гораздо больше, чем прав. Поэтому, получив столь высокое звание из рук Верховного Главнокомандующего, президента нашей страны, его указом, я дополнительно взял на себя и обязанности. Я обязан вести военно-патриотическую работу, объяснять и отвечать людям, потому что люди сомневаются, задают вопросы, и когда им честно отвечаешь, что мы непобедимы, они успокаиваются. И вот после начала специальной военной операции одна девочка в школе спросила: а скажите, когда это все закончится? Я говорю, это обязательно закончится победой нашей страны. Наше дело правое, и девочка успокоилась. Я говорю, вы учитесь, придет время, что и вам придется взять бразды правления нашей страной. Учить историю, учить науки честно и не субъективно, не тенденциозно, вот, это ваш долг. Поэтому мне очень радует, что у нас молодежь при участии в конкурсах за рубежом всегда занимает ведущие места и показывает свою глубокую генетическую память. Мы талантливый народ, и мы умеем защищать свою страну. Я уверен в нашей молодежи. Участники СВО на Украине нас, наверное, конечно же, не слышат, но слышат их родные и близкие. Что бы вы им пожелали? Я напомню, что до конца эфира 1 минута. Уважаемые родные и близкие, ваши родственники, которые участвуют в специальной военной операции, настоящие герои. Они на острие ножа защищают всех вас, всех нас. И они делают свою работу очень ответственно, очень серьезно. И они обязательно победят. Они в этом уверены. Но они тоже хотят, чтобы вы их дождались, а вы умеете ждать. Помните стихотворение Симонова «Я вернулся, потому что ты умела лучше всех ждать». Поэтому научитесь ждать, научитесь их поддерживать теплым словом, вдохновением. Это спасет их жизни. Я желаю, чтобы ваши родные и близкие обязательно вернулись как можно быстрее с победой. Пусть будет так. Спасибо вам, Николай Федорович, за ваше участие в нашей программе, за вашу интересную беседу. Мы, жители Чувашии, по праву гордимся вами, и дай Бог вам, вашим близким и родным, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сыва Булур. А я напомню, уважаемые радиослушатели, что в студии Радио России Чувашии был Герой России, генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный летчик Российской Федерации, летчик-испытатель 1 класса, почетный гражданин Чувашской Республики, лауреат международной премии имени Михаила Сеспеля Николай Федорович Гаврилов. Спасибо, Николай Федорович. Вели программу Ольга Тургай и Олег Авелев. Большое спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Самое время.